В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Психологическая помощь – это непосредственная работа с людьми, направленная на решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, деятельности, взаимодействии, адаптации, а также глубинных личностных проблем. Сегодня мы поговорим о психологической помощи семье. Наша гостья в студии Яна Байгажаева, психолог. Яна Ербулатовна, здравствуйте. Ну и прежде всего, вас больше знают как журналиста, но по второй профессии вы психолог. Расскажите о своей работе и когда семьям необходима психологическая помощь. Добрый день. В преддверии Дня психолога, который отмечается у нас по всей России 22 ноября, мы решили все-таки выйти в эфир и рассказать о нашей работе. То есть я говорю «мы», потому что в Якутске есть сообщество практикующих психологов. Мы называем себя «Смелые и этичные». И, во-первых, я бы хотела анонсировать наше мероприятие, которое состоится 24 ноября. Оно абсолютно бесплатное для всех желающих, то есть для жителей и гостей нашей столицы. И пройдет в смарт-библиотеке, где соберутся все мои коллеги, практикующие психологи. Это около 30 экспертов. И для вас проведут бесплатные мастер-классы, экспресс-консультирование и так далее. А вот если вернуться к вопросу, то я работаю специализируюсь на работе с супружескими парами и по детско-родительским отношениям. Я начала свою работу как практикующий психолог с 2006 года. После обучения по программе «Системная семейная терапия», где с точки зрения системной семейной терапии семья рассматривается как единый организм, где взаимодействие между членами семьи рассматривается с точки зрения системности. То есть, когда к нам приходит клиент, семья, и говорят, сделайте что-нибудь с нашим ребенком, у него проблема, или наоборот, у главы семьи проблема, или у мамы какие-то сложности, то мы это семейные терапевты, смотрим на это как нарушение не у отдельного члена семьи, а в целом у всей семейной системы. Это очень интересное направление, и я считаю, что более эффективно, когда это касается каких-то семейных сложностей, которые возникают практически у каждой семьи, кризисные моменты. Они бывают не только, скажем так, после каких-то негативных событий, потери кого-то, работы, смерть, еще депрессию кого-то из супругов и так далее, но еще и под влиянием каких-то позитивных событий, как ни странно. То есть это может быть переезд, это новая работа, новая должность, это может быть рождение ребенка и так далее. Это все может быть как-то влиять на семью, и в семье может быть требоваться помощь психолога. А как все-таки узнать, как оценить, что уже необходимо обратиться к психологу и что необходима помощь? Когда повторяющиеся сценарии возникают, например, у супружеской пары, то есть споры до хрипоты, какие-то конфликтные вопросы, которые не решаются, и люди вроде как очень хотят быть вместе, любят друг друга, но при этом у них не получается коммуникация, то есть и когда они приходят ко мне, мы работаем, мы не выясняем, кто прав, кто виноват, это не конструктивно, мы именно работаем над тем, чтобы понять, вообще, какие сценарии люди проигрывают, в своем взаимодействии. То есть мы, как единая команда, то есть супружеская пара и психолог, мы работаем над тем, чтобы решить проблему, не ища при этом виноватых и не устраивая разборки. То есть это может быть какие-то очень негативные установки у кого-то из супругов, либо же наши родительские семьи, они непосредственно влияют на наше, скажем так, взаимодействие, на нашу коммуникацию в настоящем времени, потому что два человека, когда вступают в брак, создают семью,
всегда за ними стоит их родительская семья. Вот. И, как правило, ну, естественно, это совсем разные, как бы, да, семьи бывают, родительские семьи, то есть они не похожи. У каждой семьи свои индивидуальные, скажем так, свой индивидуальный узор, да, там, судьбы, и плюс свои установки, свои правила, да, порой неписанные, то есть о которых, ну, как бы табуированные, да, но при этом они все равно влияют напрямую на человека, и у него есть свое представление о том, как правильно, да, ну, так было у моих родителей, так должно быть у нас, да, то есть иногда люди буквально не проводят ревизию, да, своего наследства, в кавычках, от родителей. То есть неосознанно они могут просто перенимать опыт и повторять тот же сценарий, что и родители. А почему вы все-таки предпочли работать именно с семьями? Вот мне, как полному профану, да, в этом направлении, кажется все-таки, что с отдельным человеком работать это как-то легче, чем строить какие-то взаимоотношения между людьми. Да, вы совершенно правы. Работать с одним человеком это гораздо легче, да. Ну, я не скажу, что я совсем не работаю, не провожу индивидуальные консультации. Я это делаю, я это провожу, но тем не менее, когда дело касается каких-то семейных, ну, сложностей, я не люблю слово проблема, да. Я предпочитаю говорить сложности, да, и притом временные. Потому что от того, как мы настроены, да, то есть когда у человека безысходность, отчаяние, да, как правило, ко мне приходят именно в таком состоянии, да, люди в предразводном состоянии или уже в постразводном состоянии, то тут, конечно же, как бы взаимодействие направлено на достижение различных результатов, да, то есть когда люди хотят быть вместе, при этом у них сложности, ну, не знаю, любого уровня, скажем так, то мы работаем над тем, чтобы все-таки люди лучше стали понимать друг друга и обоим было комфортно в браке. А когда люди уже приходят после развода вместе и говорят: а помогите нам, пожалуйста, цивилизованно развестись и с меньшим уроном там, для психики детей и так далее, чтобы как-то мы могли взаимодействовать и выстраивать отношения уже в новом составе, да, то есть с разведенными родителями и как ну, вот, с ребенком время проводить и так далее, вот договариваться. Мы работаем над этим тоже. Вы вначале сказали, что семья это фактически единый организм, но может ли один из супругов приходить индивидуально или же все-таки обязательно, чтобы семья была в полном составе? Ну, желательно, конечно, когда дело касается супружеских вопросов, вместе приходить. Но если это совсем невозможно, да, и второй, ну, партнер совсем не хочет или как-то настороженно относится, боится и так далее, приходить к психологу, то один из супругов тоже может работать, да, потому что все-таки меняя свои какие-то установки неконструктивные, да, дисфункциональные, которые не полезны, скажем так, все равно можно как-то повлиять и донести до супруга, да, то есть научиться общаться с ним, взаимодействовать с ним более, скажем так, экологично. Экологично — это когда речь идет про безопасность, про комфорт и про здоровые отношения. Вы сказали, что у супругов бывают проблемы, сложности самых разных уровней. Ну вот, есть ли те, которые встречаются чаще всего? Знаете, я, наверное, не буду перечислять, да, все сложности, с которыми приходят ко мне клиенты, но иногда бывает так, что первый запрос, ну, то есть официальный первый запрос, он сильно отличается от настоящего истинного запроса, да, то есть он может уводить в другую сторону совсем. И за этим скрываться, может скрываться совсем другая потребность, совсем другой запрос. Поэтому вообще я хотела бы отметить, что работа с психологом — это не разовое событие, не разовое мероприятие. То есть ты пришел там, часик посидел с психологом, и он тебе там расклад сделал, и все, проблема решена. Так не бывает. То есть я всегда пытаюсь донести клиентам, что когда ты обращаешься к психологу, то ты внутренне должен быть готов к тому, что работать будешь ты, да? То есть, когда психолог начинает раздавать советы и так далее, я рекомендую как бы, ну, насторожиться, да, потому что
настоящий, ну, как профессионал, он не раздает советы, скажем так, да, психолог. И если образно сказать, то роль психолога, наверное, в том, чтобы подсвечивать фонариком, да, какие-то такие белые пятна или какие-то, ну, сложности у человека, которые он сам иногда может не замечать. В состоянии стресса у человека часто бывает туннельное мышление, да, то есть мы видим как бы только часть, скажем так, вопроса, да, а с различных точек зрения мы можем не видеть, когда, ну, у человека стресс. Вот. И, собственно говоря, об этом. Вот сейчас стало очень много, ну, скажем так, коучей. Вот как определить профессионала от непрофессионала, вот, собственно, от людей, которые просто могут раздавать советы? Да, это очень, на самом деле, проблема. Вот тут я скажу проблем, да, которые существуют в нашем городе, в нашей республике, да и по всей стране, когда очень много людей, которые не имеют соответствующего образования, квалификации, какие-то услуги предлагают людям, да, и люди на это ведутся, они оплачивают немаленькие деньги и при этом ожидают каких-то, ну, перемен, да, в своей жизни, там, решения своих вопросов. Ну, поэтому вот, чтобы люди как-то вот смогли определиться, сориентироваться с выбором, мы создали в Якутске сообщество профессиональных психологов, вот, о котором я в самом начале нашего разговора упомянула. Смелые и этичные. Вы можете найти в Телеграме тоже. Ну, я не буду рекламировать, да, но приходите, пожалуйста, вот 24-го в смарт-библиотеку на наше бесплатное, ну, день открытых дверей, да, и вы там можете встретить экспертов, которые давно работают в нашей сфере. И на самом деле те люди, которые профессионально занимаются в этой сфере, мы друг друга все равно знаем, да. Я бы хотела, ну, упомянуть некоторые имена, которые это вот психологи, которые работают очень давно. Это опытные, компетентные специалисты, которым, ну, я рекомендую без опаски как бы обращаться и так далее. Да, это Татьяна Васильевна Соборайкина, Надежда Васильева, Ксения Вашковская, Мария Нафанаилова. Мария Семеновна, она как раз-таки является координатором вот, и проекта, который вот состоится 24 ноября, да, и плюс вот я еще хотела бы одну вещь сказать, да, профессиональные психологи, вообще работа подразумевает постоянное обучение, да, постоянный рост, вот как медики же, врачи учатся все время, да, также мы тоже учимся, да, и постоянное повышение квалификации – это требование, ну, и времени, и нашей профессии. Иначе никак нельзя. Плюс, помимо этого, психологи, мы должны проходить супервизию. Супервизия – это когда твои коллеги-психологи анализируют и, скажем так, рассматривают твою работу. Насколько ты экологично, насколько ты правильно работаешь с человеком. Вот. Самодеятельные коучи, психологи вряд ли проходят супервизию, интервизию, постоянное обучение, поэтому не стесняйтесь требовать диплом, да, дипломы, сертификаты и так далее. Вот это, наверное, самый простой способ узнать, насколько человек профессионал высокого класса. Что ж, спасибо вам большое, что согласились прийти к нам и ответить на наши вопросы. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.